Ситуация с коронавирусом в Якутии находится на особом контроле у властей региона. Об этом заявили на сегодняшнем брифинге в столице. В целом в регионе зараженных новой коронавирусной пневмонией не зафиксировано. В Якутии сейчас проходит сертификация специальных аппаратов для тестирования вируса. После прохождения этой процедуры лабораторные анализы, которые сейчас направляются в Новосибирский научный центр «Вектор», будут проводиться и в Якутии. А пока анализы 19 человек были отправлены в Новосибирск, у 12 из них, это люди, посетившие азиатские страны за последние 2 недели и вернувшиеся с симптомами ОРВИ, коронавирус не выявлен. Результаты по остальным пока в разработке. У оставшихся 7 числа направлены на исследование. В любом случае, даже при отрицательном результате мы их держим в стационарах в течение 2 недель по предписанию Роспотребнадзора Российской Федерации. И в дальнейшем они выписываются. И сегодня таких пациентов, которые уже выписаны, 6 человек. Между тем, вице-премьер Якутии Ольга Балабкина опровергла информацию о том, что для вновь прибывших из Китайской Народной Республики будет организован пункт наблюдения в перепрофилированном столичном санатории «Абырал». Сегодня мы не будем там никого размещать и, соответственно, прекращать деятельность этого учреждения. А соответствующий, обсерватор организован в более небольшом месте и, соответственно, он будет носить временный характер. Поэтому я думаю, что гражданам относительно Абырала не стоит переживать. Абырал будет продолжать свою деятельность. Наличие и цены на медицинские маски в Якутии также находятся на контроле у Федеральной антимонопольной службы. Ни для кого не секрет, что в целом по стране вопрос с медицинскими масками стоит достаточно остро, отметила вице-премьер. Их количество у поставщиков заметно уменьшилось. В связи с чем Федеральной антимонопольной службе дано соответствующее поручение, в том числе отрегулировать цену у оптовиков.